Представитель Оргкеңеша, кто из вас выступит? Вы? Пожалуйста. Молдош Фернез Замирович, заведующий отделом Комитета по международным делам, обороне и безопасности. Уважаемые судьи, уважаемый истец, в целыми с доводами, указанными Султаналием в интересах Памбекова о признании части мы не согласны. Во-первых, указанный нормативный акт закон о защите госсекретов был инициирован рядом депутатов, прошел процедуру общественного обсуждения, согласования с правительством. При принятии его не были нарушены сроки, вступил в законную силу, был подписан президентом и на сегодняшний день является нормативным актом, который обязательным является на всей территории республики в отношении именно допуска к госсекретам. Значит, целью указанного закона, как и предыдущего, в принципе, являлось создание эффективной системы условий, направленных на эффективную защиту системы государственных секретов. Вообще защита государственных секретов в целом является одной из важнейших составляющих существования вообще государства и защиты интересов в области внешней, внутренней политики, в области социального блока, военного потенциала. Одной из ключевых моментов защиты госсекрета является важнейшей составляющей, призванной в обеспечении национальной безопасности, территориальной целостности, обороны нашей страны. Для его обеспечения эффективного функционирования этого закона в последующем были приняты ряд подзаконных нормативных актов, каким образом осуществляется допуск и проверочные данные, каким образом, какие сведения являются, не являются секретными. В целом, говоря о ходатайстве адвоката, исходя из его выступления, мною, в целом им указывается на недостаточность предоставления и ограничения его прав при защите своих подсудимых. Во-первых, хочется сказать, что права подсудимого здесь никоим образом не нарушаются. Существует государственный подход в ограничении действий лиц защищающих. Но ни в коем случае мы не говорим о запрете защиты, либо непредоставлении защиты и так далее. Тут непосредственно говорится о возможности ограничения и невозможности передачи сведений иным лицам. Как ранее было сказано, допуск должностных лиц и граждан предусматривает на себя некоторые ограничения, которые связаны с принятием на себя письменных обязательств, согласием в ограничении прав, а также с иными мероприятиями. Как правильно было сказано истцом, вообще допуск к госсекретам, он подразумевает в себе определенную ответственность лиц, которые в обращении с ними. Во-первых, это порядок работы с этими документами. Мы говорим о невозможности передачи сведений другим лицам в ограниченном помещении. Как он планирует, если бы он планировал бы заниматься документами дома, то в иных местах, не предусмотренных положениями, существует вероятность потери информации, передачи информации третьим лицам. И вдвойне у нас некоторая обеспокоенность вызывает возможность признания неконституционным части 4 статьи 17. То есть адвокат, если он уклоняется, либо сообщает неверные сведения, и может быть адвокатом, это как-то нонсенс, во-первых. И во-вторых, если по сути говорить еще раз обращение, тут мы никоим образом не говорим об ограничении
право на защиту подсудимого. Он имеет право на защиту. Вот сотрудники, представители правительства, сотрудники органов нацбезопасности, они более подробно могут остановиться на порядке предоставления информации. Но в целом, еще раз хочется сказать, что само вот этот вот подход к защите госсекретов, он основывается на, ну, наверное, на подходах государства к обеспечению национальной безопасности. Есть перечень определенных сведений, составляющих государственных, определенные грифы секретности, которые не подлежат передаче в иные руки, скажем так. Соответственно, мы не говорим об ограничении, мы говорим просто, мы не говорим о запрещении, мы говорим просто об ограничении и возложении на эти лица определенных, как бы, определенных требований выполнения ими. И как вот было сказано, абсолютно верно, Конституция имеет у нас большую юридическую силу, согласно иерархии нормативно-правовых актов. Разбирательство дел во всех судах открыто, за исключением случаев, когда противоречит интересам охраны государственной тайны. Хотелось бы в этой связи доводы обращать стороны относительно ограничения, лишения их прав на реализацию своих полномочий в полном объеме по построению полноценной судебной защиты противоречит нормам УПК, так и нормам законодательства в сфере защиты госсекретов. Не может быть интересы или удобства одного человека, даже если защищающего права, свободы человека, гражданина, не могут быть выше, чем интересы государства, либо интересы страны. Уважаемый суд, в целом, что я хотел пояснить по У вас все, да? возражениям. Мгм.